ГСП онлайн. Городские новости сейчас. ООО «Транссервис» – один из перевозчиков на городских автобусных маршрутах в Ухте. Недавно вокруг компании разгорелась нелицеприятная история. Часть водителей обратились в инстанции с тем, что их не хотят трудоустраивать. Пошли в инспекцию, далее налоговая подключилась, мол, раз люди работают по-черному, то налоги за них не платят. А БЭП подоспел, экономические преступления как-никак, ну и так далее. Разбирались, что и как. Все началось в апреле 2018 года, когда компания начала заниматься перевозками в Ухте, выиграв контракт от муниципалитета. Для выполнения привлекли собственников автомобилей, у которых предприятие арендовало машины для маршрутов. Как рассказывает один из водителей, дело было так. Начинаются постоянные поборы с водителей, собственников транспортных средств. Постоянные какие-то суммы им платим. Сначала мы платили по 300 рублей. Каждый день, ежедневно, каждая такая маршрутка 300 рублей каждый день платили. За что? Потом их аппетиты начали расти, этого оказалось мало. Потом они придумали какую-то стоянку, что-то еще. Сергей обратился к нам со своей историей. По его словам, хочет официально трудоустроиться, но Транссервис чинит препоны. Ранее работал на 11-м маршруте. Потом машину, она его лично, ее арендовали, сняли с маршрута, а далее с ним договор заключать не хотят. С руководством компании долго не мог встретиться, получается история длинная. 28 июня мужчина все же увиделся с директором Транссервиса, но встреча энтузиазмом у обеих сторон не вызвала. Сергей Иванович, добрый день. Где мой договор? Вышел отсюда. Где мой договор? Вышел отсюда. Где мой договор? Вышел из кабинета, я тебе сказал. Мы вызвали полицию. Где мой договор? Вышел отсюда, Где тебе мой... сказали. Где мой договор? Мой договор. Открывай дверь, Сань, заходи в дверь. Договор мой, где? Сань, ты вызвал полицию? Сергей зашел в диспетчерскую, там встретил руководителя, и потом его из этой диспетчерской с применением силы выдворили. Мужчина снял побои, ушиб пальцы на ноге, ссадины. Все это случилось уже после того, как группа водителей и владельцев маршруток обратилась в трудовую инспекцию. Всего их набралось 12 человек. У Сергея есть своя версия того, почему же общение с директором перевозчика и его устройством на работу так проблемно. Очевидно, он уходит от системы налогообложения. Я только так это расцениваю. Потому что сейчас, насколько я знаю, оформлены на работу несколько человек из 100 с лишним. И которые вынуждены ему платить 1700 рублей в день за свое трудоустройство. Представляете, что творится? То есть это неподъемная для многих водителей сумма в размере 1700 рублей. Компания «Транссервис» появилась после того, как с рынка перевозок исчезла другая известная фирма, связанная с маршрутами – «Доверие». Некоторые водители, кто там работал, трудиться с Транссервисом отказались. Дескать, условия невыгодны. Например. У них начали заключать новые договора с арендой на 1000 рублей за автобус. Вот. И я должен нести свои все расходы по ГСМ, по запчастям. А 1000 рублей они мне только будут платить за аренду автобуса за месяц. А сколько действительно в месяц обходится в среднем обслуживание такого автомобиля? Ну, на ГСМ 50 тысяч, и где-то 50 тысяч уходит на пазик, и 50 тысяч уходит где-то на запчасти. Выслушать вторую сторону в этой истории отправились к директору Транссервиса Сергею Кожиченкову-Верному. Он рассказал, что 300 рублей платили. Они шли на оплату услуг предрейсового медосвидетельствования и механиков для, опять же, обязательного осмотра перед выездом на маршрут. Стоянка, где нужно оставлять машины вне рейсов на ночь, тоже условие обязательное, согласно требованиям для перевозчиков. О проблемной истории с Сергеем Политовым с директором также поговорили, посмотрели документы и так далее. Но гораздо важнее, что руководитель обозначил по его версии краеугольный камень всей ситуации – выручка. Если без оформления, выручку забираешь себе. Если официально трудоустраиваешься, сдаешь компании. Я все-таки считаю, что они не сами обратились, а их надоумили обратиться, но последствий не рассказали. Понимаете, то есть, когда я им объяснил, что, ребята, трудоустройство влечет за собой сдачу выручки в Транссервис, они сказали, мы категорически не согласны. Я говорю, ребята, из чего тогда будет формироваться ваша заработная плата? Они молчат. Вот на всем на этом, я вообще не считаю это каким-то конфликтом или чем-то, то есть ситуация такая, что кто-то хочет трудоустраиваться, кто-то не хочет. Директор также добавил, что на сегодня трудоустроены порядка 70% сотрудников компании. По другим вопрос так или иначе решается, 3 водителей не допущены до работы. Что касается тех 12 человек, которые обращались в трудовую инспекцию.
Из 12 человек осталось 2, потому что остальные работают кто в «Газпроме», кто в водоканале, то есть у всех есть основное место работы. Там все лежат отказные у них, то есть отказываюсь от трудоустройства в Транссервис. То есть людям-то не объяснили, что это вообще. Все это у меня есть. Из них остались 2. Один трудоустроен был, 2 дня он сдал выручку, на 3-й день сказал, у меня выручки нет, и написал заявление по собственному. Курирует и контролирует работу автобусных маршрутов в Ухте транспортный отдел администрации. Заказчик муниципальных контрактов на перевозки также мэрия. Резонно мы спросили, а что думают здесь об истории с перевозками. Градоначальник сказал, что к Транссервису есть вопросы в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года новых изменений в закон, а соответственно и требований к перевозчикам в части аренды машин, ну и так далее. Также добавил, что в городе грядет повышение цен на билеты. Об этом уже велись разговоры столицы региона с замом председателя правительства Коми. Нам проиндексируют проезд, естественно, этот проезд 17 рублей, он у нас уже очень давным-давно. Понятно, что с тех пор очень много чего изменилось, и цены на топливо, и запчасти, и все остальное. Нам проиндексируют проезд, мы планируем, что это будет где-то порядка 20% увеличения, это где-то порядка до 20 рублей у нас она дойдет. Ну и естественно, тогда, как планируем тоже, что это будет в течение июля-августа месяца, с 1 сентября будет объявлен новый аукцион, и предполагаю, тогда уже мы будем действовать в рамках законодательства, которое сегодня есть. То есть, если они захотят остаться на этом рынке, то они должны будут трудоустроить всех водителей и кондукторов, которые будут работать с ними. История с Сергеем Политовым развивается дальше. Состоялась большая встреча в налоговой инспекции с участием представителей городских ведомств, Транссервиса, ОБЭП и других заинтересованных сторон. По итогам Сергею вручили его трудовой договор. Он подписан 6 июля. Теперь мужчина официально трудоустроен в Транссервисе с 1 апреля 2018 года. Свою машину на маршрут не вернет. Сейчас находится на больничном. По выздоровлении должен приступить к работе.